Канашский район, деревня Сугай-Косы. Это сельское поселение вот уже который год на слуху не только жителей республики, но и всей страны. В прошлом году деревню отметили на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи» и выделили больше $1 миллиона на развитие села. Дело в том, что здесь еще до запуска республиканской программы инициативного бюджетирования начали воплощать идеи предприимчивых граждан. Захотели раз и навсегда забыть о грунтовых дорогах и покрыть щебнем улицы, или пожелали, чтобы деревня ничуть не уступала американскому городу Лас-Вегас и освещалась сотнями огней. Скинулись все деревни на материалы, взяли инструменты в руки и приступили к претворению своих замыслов. Теперь жители свою деревню называют не иначе, как Сугай-Вегас. У нас вот 5 лет назад было по деревне 18 лампочек, и мы платили за освещение, говорю, около 120 тысяч в год. Сейчас у нас 320 лампочек, мы платим за освещение где-то 60. То есть лампочек больше, а платим меньше. Такой тактике 32-летний глава Сугай-Косинского сельского поселения Павел Семенов старается следовать во всем. Управлять деревней молодому человеку доверили, когда ему было 27. Опыт решает, но амбиции и желание сделать малую родину краше перевесили. Чтобы вовлечь каждого в жизнь деревни, местные власти придумывают различные конкурсы. Таким образом, на селе появились 12 обустроенных игровых площадок. Самым активным сельчанам вручают лотерейные билеты. Также можно стать обладателем карты «Патриота» деревни. Она дает возможность не только посещать бесплатно все сельские мероприятия, но и получать скидки в магазинах. Маховик, как говорится, запущен. В большинстве случаев люди сами изъявляют желание выйти на улицу и сделать что-нибудь полезное для села. У нас Людмила Ивановна, депутат, выступила со своим мнением: давайте придем, покрасим забор. Вот они, это 30 женщин, 20-30 женщин вышли сюда в субботник, купили сами краску, покрасили, за несколько дней забор покрасили. Просто, в смысле, никто им не звал, не предлагал. Вот есть такие удивительные люди. И просто благодаря таким людям, на самом деле, деревня развивается. Это, я считаю, это чудо природы. Со стартом республиканской программы инициативного бюджетирования, а ее запустили в 2017 году, воплощать планы в жизнь стало куда проще. Благодаря ей удалось надстроить второй этаж Дома культуры, продолжить ремонт дорог. К слову, на сегодняшний день более 94% деревни уже защебенено. Также смогли отремонтировать детский сад. Теперь дошкольные учреждения посещают не 15, а вдвое больше детей. В этом году в деревне реализуется рекордное число проектов – 26. Это только по республиканской программе инициативного бюджетирования. Сугай-Косинцы участвуют и в других проектах развития общественной инфраструктуры. В первую очередь, делится глава сельского поселения, приводит в порядок деревню не ради красоты, а чтобы сделать ее безопаснее и комфортнее. Это рукотворный пруд. Да. Да. А почему именно решили здесь возродить пруд, сделать пруд? Здесь по рассказам моего дедушки я просто помню, что именно в этом месте всегда вся деревня, они купались здесь. Здесь был пруд, они здесь купались. Все же это для удобства, для безопасности в первую очередь. Потому что на самом деле многие родители, конечно, не думают об этом. Они выпускают своих детей, идут, купаются, а на самом деле сколько детей тонет. И вот эти дорожки, например, они позволяют становиться зацепиться за них. Пруд планируют сделать центром притяжения сельчан. Деревянные мостики уже настелили, а есть даже специальные дорожки для плавания. В будущем хотят обустроить дополнительную детскую зону для купания. Оснастить площадку раздевалками, построить лестницу. Это в планах. А сегодня уже с гордостью демонстрируют пруды, большую часть из которых обустроили по программе инициативного бюджетирования. Мы за 5 лет сделали 10 прудов. Ничего, сами. Да, там не было пруда, да, выкопали, сделали. Тут даже можно заметить, где пруд новый появился. Вот придите туда через год, заметьте, как здесь жизнь появилась. Просто так сядете, вы видите дикие утки, цапля сидит, рыба прыгает, андатор плавает. Это, во-первых, поднимает уровень грунтовых вод. Это и пожарная безопасность, это и покупаться и отдохнуть, все что угодно, и рыбу половить. Поэтому это объект такой, который много функций имеет. Так можно сказать и о будущей спортивной площадке. Первый этап строительства вот-вот должен завершиться. На асфальт будет уложен слой резиновой крошки. Так что любители баскетбола, волейбола и футбола смогут без серьезных травм проводить тренировки. Рядом игровая зона для ребят помладше. В планах разбить парк. К строящемуся объекту уже прокладывают дорогу через овраг. Крутых склонов в деревне много. Из-за их обустройства здесь взялись основательно, чтобы не только сельчане, но и пожарная, скорая машина и мусоровозы могли передвигаться без проблем.
В Сугай-Гасах более 600 домов, в них живут больше 1300 человек. По словам главы сельского поселения, это никоим образом не влияет на собираемость средств на проекты. В этом году, к примеру, от населения потребовалось собрать около 5 миллионов рублей. Сдавать деньги или нет – дело добровольное. Деревня большая, и каждая улица вкладывается в тот объект, который считает нужным. Активно подключают спонсоров, предпринимателей и депутатов районного собрания. Откликаются. Таким образом удалось воплотить давнишнюю мечту сельчан – благоустроить аллею Победы. Ее начали приводить в порядок своими силами еще 5 лет назад, но с помощью республиканских денег дело пошло куда быстрее.